На протяжении всей истории великие религии мира вдыхали жизнь в человеческие цивилизации. Каждая из этих учений утверждала, что у Вселенной есть Творец, и открывала дверь для понимания духовного измерения жизни. Каждая из них открывала знания, пробуждая благородные чувства в целых народах, утверждала моральные принципы и направляла человеческое общество на следующую ступень своего развития. Все они по своей природе происходят из одного источника и являются выражением одной разворачивающейся религии. Культурные, технологические и общественные изменения, возникшие под влиянием каждой из них, составили огромное духовное наследие человеческого общества. Бүгін біз ұшқыр әрі жиі үрей тудыратын өзгерістер уақытында өмір сүрудеміз. Адамдардың көбісі өздерін болашағы үшін алаңдау ахуалында аңғаруда. Біз ұлт ретінде, қоғам, ел, халық ретінде кімбіз? Адамдар арасындағы қарым-қатынастарды қандай қағидалар құру керек деген қоғамдық дискурстарда зор мәселелердің көтеріліп жатқанын көрудеміз. Ғылым мен техниканың қарқынды қадаммен алға дамып келе жатқанына қарай отыра, көптеген мәселелерге төтеп бере аламыз деген үміт бар. Дегенмен, дамудың басқа да жағы бар. Ғасырлар бойы адами қарым-қатынастарды қолдап келе жатқан қағидалар бірінен соң бірі ыдырауда. Қоғам арасында көптеген жаңа бөліністер пайда болуда. Және ғылым мен техниканың қаншалықты дамып келе жатқанына қарамастан, тек қана олардың көмегімен шешіле алмайтын көптеген жаңа қиындықтар туындауда. Несмотря на возросшую волну конфликтов, все больше людей приходят к пониманию, что мы все взаимосвязаны друг с другом, и выражает желание найти ценности, которые приведут к объединению. Миллионы людей трудятся для того, чтобы общество, в котором мы все живем, стало лучше. Среди них есть те, кто черпают свое вдохновение из учения Бахаи о единстве всего человечества как единой семьи и вместе со своими близкими, соседями и друзьями объединяют усилия, чтобы предоставить нравственное образование детям, высвободить потенциал подростков и помочь им подготовиться к взрослой жизни. Они учатся тому, как строить семьи на принципе равноправия и использовать совещания при принятии решений. Они черпают знания о том, как воздержаться от злословия и строить единство в любом коллективе. Дұғалық кездесулерде біз барлық отбасымызбен, тек өзіміздің кішкентай отбасымызбен емес, қосымша туған туыстарымыз келеді. Әке-шешеміз, ағайын, бауырларымыз деген сияқты. Бұл кездесулерде біз өзіміздің осы үлкен отбасылық ауызбіршілігімізді сақтауға көмектеседі. Сол үшін бұл кездесулер мен үшін өте маңызды. Менің жүрегім қуанып, біздің балаларымыз өзара араласып, бір отбасыдағы бір маңызды бір шаруаларды шешу керек болса, біз ең бірінші дұға оқимыз. Себебі дұға оқыған кезде біздің жүрегіміз тынышталып, Құдаймен байланысымыз артып, дұрыс шешім қабылдауға мүмкіншілік туады. Әркім сосын ақылдасу, кеңесу кезінде әркім өзінің пікірін ешкімнің көңілін қалдыратындай емес, бір ұсыныс ретінде айтады. Бір-біріміздің көңілімізді қалдырмауға тырысамыз. Продвигаться по этому пути им всем помогает образовательный процесс, который открывает перед человеком, независимо от его принадлежности, путь служения. Люди проходят подготовку, в ходе которой они развивают свои способности делиться знаниями и улучшать свое окружение.
Они знакомятся с концепциями о единстве человеческой семьи, о потребностях детей и подростков и применяют полученные знания на практике. Любой человек может идти по этому пути, объединяясь со своими близкими, получая знания и поддержку, а также помогая другим развивать свои способности, улучшать свое окружение. Курсы Института Рухи, они очерчивают путь служения человечеству. Прохождение по этому пути подразумевает стремление к двуединому нравственному предназначению. Это развиваться духовно и интеллектуально и вносить свой вклад в преобразование общества, в котором мы живем. Принять участие может любой желающий. Каждый идет в своем темпе, помогает другим и получает других помощь. И когда мы идем по этому пути, мы получаем знания, обретаем определенное понимание, идет развитие духовных качеств, навыков, способностей, множество умений для того, чтобы выполнить свое вот это двуединое предназначение. В каждой стране эти усилия лишь часть усилий миллионов людей по всей планете перевести учение Бахауллы о единстве и справедливости в действие. По мере того, как эта деятельность разворачивается по всему миру, появляется культура, в которой местные жители чувствуют себя наделенными силой заботиться о будущих поколениях. Они стремятся сделать вклад в благополучие своих соседств и сообществ. Все началось с того, что Алуа начала служить. Она стала вожатой, отучилась. Вот год она обучалась. И она стала ко мне подходить с вопросами: а хотели бы вы тоже служить? А что я должна для этого делать? Потому что само слово «служение» для меня было не совсем понятно. Она мне его как-то развернула. Говорит, можно просто приглашать людей к себе домой, открыть дом для встреч. Я говорю, ну это же легко. На самом деле открыть дом для встреч. Я люблю гостей, я с легкостью приглашаю людей, и поэтому я пригласила. И много людей услышала, много людей поучаствовало, им понравилось. Но сейчас у нас это настолько радость переполняет из-за того, что у нас сейчас одна компания, соседи. Каждый теперь ждет это время для встречи. Это настолько окрыляет, воодушевляет, да. Богатое культурное наследие каждой страны бережно вплетается в эти инициативы, создавая неповторимый узор общественных отношений, передающий разнообразие единой человеческой семьи. Дети учатся строить дружбу между собой. Они учатся тому, что все люди, независимо от своей религии, национальности, вероисповедания, они все являются членами одной человеческой семьи. Взрослые родители развивают свои способности, чтобы создавать атмосферу для них и для детей, учась проводить для них простые занятия, которые развивают их характер. Они объединяют свои усилия с другими родителями, чьи дети живут в одном соседстве. Они вместе размышляют о будущем, о трудностях, с которыми сталкиваются дети, каким образом их можно разрешать вместе. Образовательный процесс, в который они вовлечены, знакомит их с концепцией, что каждый ребенок — это залежь полная бесценных самоцветов. И задача образования в том, чтобы раскрыть эти драгоценности, извлечь их. Как нарисовать, это только начало, это самое начало чего-то, да? Если мы будем иногда себе позволять... негізі ата-ана ретінде менің ойымша кез келген ата-ананың ойы уайымы. Ата-ана ретінде мен балаларымның болашағы жайында көп ойлаймын. Әсіресе енді олар өсіп келе жатыр ғой. Ертең олар ортаға шығады. Олардың ортасы не ол аула, ол біздің көршілер, сол жердегі балалар, олар бір-бірімен қарым-қатынаста болады. Сонда қандай әсер ететін, қандай ықпал беретініне мен ешқандай кепілдік бере алмаймын ғой. Сондықтан мен олардың болашақтағы тәрбиесі, ол қандай адамзат, қандай азамат болып өсетіні қатты толғандырады.
ең басты оларға жақсы білім беру үшін мен өзім білімді болуым керек. Сондықтан осы оқу барысында материалдарды өзім рухани тәрбие алу барысында болашақтағы балаларыма да тәрбие беру маған түрткі болды сол ой. Және ол үлкен күш берді маған. Бастапқы уақытта біз енді қазір сондай қоғамда өмір сүріп жатырмыз, бір-бірімен онша қарым-қатынас жоқ көбінде. Көп адамдар, ата-аналардың барлығы қолдар тимейді, олар азынан кешке дейін жұмыста, табыс табу керек. Сондай заманда барып көршімен танысу, мен ойымша қазір үлкен, не дейді жаңағы, жетістік дей ма, үлкен жұмыс ол. Мне самой очень понравилось, ребенку понравилось. И ребенок то, что здесь получает, то, что через себя она пропустила, она приходит домой и делится с нашими домашними. Моей маме, ее бабушке, она рассказывает: а Пашка, ты знаешь, говорит, мы проходили вот правдивость, видишь, говорит, вот такой вот рисунок, вот это вот терпение, что этот вот персик, он сразу не вырастает, его надо сколько ждать, пока плоды получатся. Ну, а Пашка всегда поддерживает, говорит, вот это очень хорошо, это же такие уроки доброты, говорит, ты понимаешь, говорит. Баста балалар сыныпы, балалар жиналғанда, олар тез өткелеп қалатын, бір-біріне, олардың неше түрлі қылықтары болатын да. Мысалы, бір ойын бастасақ, мен бірінші боламын, бірінші болмаса өткелеп қалып, кетіп қалатын да. Сосын біз барып, олмен сөйлесіп, сен түсінші бірінші боламын десең, әр уақытта басқа бала бірінші болмай қалады ғой. Біз барлыққа сондай бір беру керекпіз, сондай кезек беру керекпіз. Сонда ғана біз мысал достаса аламыз бір-бірімізмен, сосын бірлікті сақтай аламыз. Сөйтіп сөйлесіп, балалар бір-біріне тез түсініп кетті. Екінші, үшінші сабақта біз жаңа қасиеттерді өте берген сайын, олар жақсы түсініп бастады. Осы сабақтар арқылы балалардың рухани қасиеттері жаңарып бара береді да. Мысал, олар біз күнделік жұмыстармен көпнесе айланысамыз да. Мектепке барады, үйге келеді, тамақ жейді, сосын сабақ жасайды, бірақ рухани қасиеттерге орын болмай қалады. Сонда біз мына класстарда сол қасиеттерді үйренген сайын, балалар сол қасиеттерді апта сайын, мысалы, естігенін мектепте, үйінде сондай практика жасайды. Бір-бірімен, sonra мама папасымен, ата апасымен тыңдайтын болады, сондай қандайдыр басқа атмосфера ортаға келеді. Молодые люди посвящают свои юные годы заботе о подростках, помогая им в их взрослении. Они развивают свои способности, но также и закладывают основу для будущих поколений. В группе подростки учатся, как выражать свои мысли, и они учатся во время подросткового, во время группы, да, когда они видятся со своими сверстниками, как взаимодействовать, как учиться находить общий язык друг с другом. Они делают проекты вместе. Эти социальные проекты направлены на то, чтобы они работали в команде. Это распределение обязанностей, чтобы каждый взял на себя какую-то задачу и при этом довел дело до конца. То есть, допустим, мы как-то раз сажали деревья, кто-то подготавливает почву, кто-то создает смесь, ищет место, очищает его, да, и при этом каждый должен внести свою как бы лепту в этот процесс. Подростки в первую очередь хотят быть услышанными. Часто они сталкиваются с тем, что они не могут до конца четко и ясно выразить свои мысли. На подростковой программе мы стремимся создать такую атмосферу, где они могли быть принятыми и услышанными. Эта способность помогает им распознавать силы, которые действуют в обществе, которые воздействуют на них, и которые помогают им научиться взаимодействовать с этими силами. Любовь – причина жизни. Это сила, которая соединяет все вещи во Вселенной, отвечает взволнованно госпожа Чен.
для меня работа с подростками — это как один из вкладов в общество, который мне очень нравится к тому же. Я заметила, что я стала, конечно же, более ответственной и более внимательной, потому что подростки такие удивительные люди. Вот, у них совмещается очень много эмоций, и они еще не совсем знают, как их возможно проявлять, поэтому нужно быть очень внимательным. Ответственность, конечно же, актуальность, потому что я хочу быть примером для своих подростков. В нашей подростковой группе все практически близкие друзья, поэтому с дружеской атмосферой у нас не было больших проблем, но все равно нужно было вводить какие-то корректировки, поэтому, конечно, мы пишем, как и все, определенные правила, которым мы следуем, и сейчас я замечаю какие-то продвижения, которых не было до этого, и ребята стали более открытыми, даже несмотря на то, что они были и до этого друзьями, сейчас они стали намного ближе друг к другу и уже могут обсуждать какие-то темы, которые до этого не обсуждали, поэтому царит очень такая светлая атмосфера, супердружеская, и это не может не радовать. Одна из последних тем, которую мы обсуждали, это была тема о выборе своей профессии, о своем предназначении, потому что, как я поняла, ребята еще не задумывались об этом, потому что это достаточно такая большая тема, но после прохождения этой темы родители дали мне обратную связь, что действительно дети с ними начали разговаривать о том, кем они хотят быть, начали задумываться, что делать дальше. И это тоже меня очень обрадовало, потому что такое семя уже закладывается у них, и они начинают размышлять, как они могут быть и полезны, и в то же время им должно быть это очень нравится. Их профессия, то, чем они будут заниматься в будущем. Я очень счастлива, что мне предоставилась вообще такая возможность поработать. Я сначала думала, что поработать с подростками, потому что я думала, что у меня еще слишком мало опыта для этого, но сейчас с каждой встречей я чувствую большую радость, большой энергообмен между нами и большой прогресс к тому же. Вот. Поэтому всегда чувствую такое тепло в душе, когда заканчивается класс. Задача ученого — загадать ассоциацию, задача остальных игроков подобрать Вот недавно мы с подростками изучали цитату: «Относитесь друг к другу с величайшей любовью и кротостью, дружелюбием и товариществом». И во время обсуждения мне понравилась их мысль, как они делились, что сейчас им очень сложно найти общий язык, потому что в целом все люди как будто делятся, им сложно построить какие-либо отношения. И когда мы обсуждали это, мы поняли, что это очень актуально для всех сейчас. Они перестали использовать плохие слова по отношению друг к другу. Также они думали, с каким трепетом и что они могут для друг друга сделать, потому что они любят друг друга. Мы в первую очередь друзья, у нас есть доверие, потому что подростки все-таки имеют немало стрессовых ситуаций, и мы с ними можем об этом поговорить. Потому что подростковая группа — это не только изучение материала или проекты, это в первую очередь дружба. У нас в нашей подростковой, получается, одноклассники мои, которых я сам позвал. Сначала вся подростковая началась с меня, я был один. Я позвал одного человека, второго, и вот так вот по цепочке пошло. И сейчас нас на подростковую ходит очень много. Вожатые, это как минимум должны быть люди, которые мотивируют. Они стараются делать все, что в их силах, и это у них очень хорошо получается. И я думаю, это нас всех подростков очень сильно радует. Я хочу стать вожатым, потому что это, как минимум, это круто, то, что я буду там, и другие мои друзья, которые сейчас подростки, будут детям своего же возраста, мы будем помогать, наставлять их как-то тоже, поддерживать во всем. Меня, кстати, забыл добавить, меня очень многие вожатые поддерживали. Я им писал, когда мне было просто эмоционально плохо. Они меня поддерживали, говорили, что все пройдет. Концепция служения укрепляет отношения внутри семьи. Супруги учатся тому, как строят гармоничные отношения. Образовательный процесс помогает им учиться инструменту совещания в принятии решений, где истина не принадлежит только одному члену семьи. Они учатся слушать голос каждого и искать ответы на возникающие вопросы.
Они учатся принципу равноправия в семье и тому, как вместе нести ответственность за подрастающее поколение, а также распространять дух любви и солидарности в расширенной семье. Мы наблюдаем, что в обществе становится все сложнее достигать консенсуса по вопросам, имеющим отношение к преодолению вызовов и трудностей в современности. В этой связи есть острая необходимость в том, чтобы увидеть, как может быть достигнута слаженность в отношениях между людьми, группами, сообществами и общественными институтами. Поэтому нам нужно пересмотреть принципы, лежащие в основе этих отношений, и обрести общее видение будущего, которое приведет нас к пониманию того, как может происходить органическое преобразование на уровне структуры общества и в общественных взаимоотношениях. Придерживаясь убежденности в единстве всей человеческой семьи и опираясь на опыт применения принципов, связанных с этим видением, бахаи участвуют в обсуждениях на разных уровнях по темам, которые связаны с общественным благополучием. Они сотрудничают с отдельными людьми, группами, правительственными и неправительственными организациями в разнообразных социальных пространствах, где формируется и развивается мышление, общественное мнение и стратегии. Их цель — внести вклад в продвижение идей, способствующих всеобщему процветанию и справедливости. Свободные от желания предоставлять готовые решения проблем, бахаи учатся вместе с теми, кто содействует процветанию нашей страны, а также щедро делятся озарениями, полученными из откровения Бахаулла и опыта применения его учения для улучшения общества.